Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Беренчи радио, как всегда в это время. Программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. На этой неделе с 7 по 11 октября в стране проходит неделя климата. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечают, что данное мероприятие приурочено к 29-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку, в Азербайджане. Главная неделя климата и главная цель этого мероприятия – привлечь внимание к усилиям Кыргызстана в борьбе с изменением климата, замедлению роста глобальной температуры и адаптации к уже существующим последствиям. В рамках недели задействованы все представители науки, гражданского общества, частного сектора, международные партнеры. Министерство природных ресурсов призывает государственные и общественные организации поддержать неделю климата через проведение разного рода мероприятий, которые, несомненно, будут направлены на повышение осведомленности о климатических вызовах и продвижение положительных изменений в поведении людей. Итак, о темах и мероприятиях, которые Кыргызстан уже запланировал провести на предстоящей конференции ООН по климату КОП-29 в ноябре в Баку, какие адаптационные мероприятия запланированы на региональном, национальном и глобальном уровнях, кто проводит мониторинг за исполнением этих мероприятий. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили эксперта по климату и горам секретариата специального представителя президента по развитию горных регионов Дастана Абдылдаева. Хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. По ним вы можете позвонить, задать свой вопрос или выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы. Мы также ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беренчи радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Дастан Болотович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Добрый день всем, уважаемые радиослушатели. Дастан Болотович, но не секрет, мы живем в такое время, мы живем в такую эпоху, когда изменение климата стало уже такой, знаете, неотъемлемой частью нашей жизни, нашей реальности. Климатические бедствия все чаще имеют такой, знаете, разрушительный характер, разрушительные последствия для нашей экосистемы, экономики, для нашего здоровья. Именно поэтому, как я понимаю, проведение недели климата в Кыргызстане столь важно. И, как я понимаю, это именно то мероприятие, это именно тот момент, когда мы можем собраться вместе, обсудить, может быть, глобальные проблемы, найти способы снижения нашего воздействия на окружающую среду. Мы с вами, Дастан Болотович, встретились для того, чтобы донести до сознания наших радиослушателей то, насколько вот неделя климата, она значима на этой неделе. Мы сейчас с вами, наверное, начнем разговор с того, какие задачи, цели поставлены, и по достижению этих целей и задач, чего вообще хочется, ну, скажем так, какой ответ найти на вопрос определенный. Ведь неделя климата – это ведь все-таки важное мероприятие, поэтому мы на это мероприятие, вот на этой неделе обращаем особое внимание. Да, большое спасибо. Вы правы. На самом деле вопрос изменения климата не только на национальном уровне, но и на глобальном уровне в настоящее время является очень актуальным и приоритетным направлением. Если так образно посмотреть, сейчас весь мир идет в этом направлении, да? Зеленое развитие, устойчивое развитие, как достичь климатической устойчивости на глобальном уровне. Вот в этом отношении, на самом деле, как Кыргызстан, как ответственный член мирового сообщества, также страна, которая ратифицировала рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Парижское соглашение, мы тоже говорим и осознаем, что как ответственный член мирового сообщества мы тоже готовы внести свой вклад в, так скажем, достижение климатической устойчивости и на глобальном уровне, и на национальном уровне. Надо отметить, что неделя климата является, так скажем, частью, да, вот, процесса, который проводится на постоянной основе.
и Министерство природных ресурсов, экологии, и Кабинет министров, и секретариат специального представителя президента по развитию горных районов. Мы на постоянной основе проводим разные мероприятия. Конечно, при поддержке наших партнеров, доноров, с участием гражданского общества, молодежи. И мы всегда приглашаем представителей средств массовой информации для того, чтобы осветить эти мероприятия. В этом отношении вы правы, неделя климата является, так скажем, такой кульминационным моментом в данном процессе. В то же время неделя климата является очень важным этапом в подготовке КОП-29, которая запланирована в Баку в ноябре текущего года. В этом отношении неделя климата содержит в себя очень много мероприятий разных. И, конечно, в процессе я расскажу детально про каждое из этих мероприятий. Буквально понедельник было мероприятие, вчера, и завтра будет, и послезавтра. В этом отношении это очень важно. И самой главной целью данной недели инициатива, которая была поднята инициирован был со стороны заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Жолдубаевича, мы ставим цель, конечно, во-первых, донести до общественности актуальность данного вопроса и в то же время проверить готовность делегации Кыргызстана КОП-29 Баку. Дастан Болотович, неделя климата в Кыргызстане все-таки, знаете, это вот уникальное такое, наверное, мероприятие, и оно проходит именно в такое время, то есть когда мы можем объединиться, может быть, в разнообразных тематиках, в разнообразных подходах, чтобы поднять, несомненно, такой важный вопрос, как вопрос сохранения окружающей среды, да? И я понимаю, что это именно тот момент, когда можно совместно найти какие-то ресурсы, найти сторонников. Может быть, будет расширена платформа для того, чтобы понимать и вовлечь заинтересованные стороны. Мы чуть ранее, вот, когда я открывала программу, я сделала упор на то, что Министерство природных ресурсов призывало до этого государственные, общественные организации поддержать неделю климата. Насколько вы нашли понимание со стороны, может быть, государственных органов, общественных организаций, может быть, вы нашли понимание со стороны частного сектора, чтобы вот именно на этой неделе климата собраться и обсудить вот эти все важные вопросы? Вы правы, на самом деле неделя климата ставит перед собой достаточно амбициозные задачи. В этом смысле, кстати, надо отметить, как эксперт, который вовлечен в вопросах формирования климатической политики в Кыргызстане, в которой я непосредственно участвую где-то последние 4-5 лет, по моему наблюдению, это первая вот климатическая неделя, которая инициирована со стороны Кабинета министров. И, как вы отметили, на самом деле данная неделя имеет определенную свою уникальность. Это вот первый раз мы так объявляем и комплексно смотрим на этот вопрос. Относительно поддержки, участия всех заинтересованных сторон. Надо отметить, что неделя климата, я уже выше отметил, состоит из нескольких разных мероприятий. Допустим, вчера мы открыли в рамках недели климата международную конференцию, посвященную к 20-летию Центральноазиатского института исследования Земли. Да, туда мы пригласили, это мероприятие проводится с участием не только представителей Кыргызстана, но и центральноазиатских стран, также участников из дальнего зарубежья. И в том числе не только представители госорганов участвуют, но и представители науки, исследователи, разные представители гражданского общества активно принимают участие. В этом смысле вот это мероприятие имеет достаточно такое расширенное участие со стороны всех заинтересованных сторон. В то же время, допустим, завтра Министерство природных ресурсов и экологии, также при поддержке Кабинета министров и секретариата специального представителя президента по вопросам развития горных вопросов, проводит национальный форум по подготовке КОП-29. Программа данного мероприятия как раз-таки содержит участие государственных органов,
по всем направлениям. Это и Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов, Министерство экономики, Министерство чрезвычайных ситуаций, транспорта и все остальные госорганы. Второе направление. Данное мероприятие предусматривает участие гражданского общества. Гражданское общество отдельной сессии будет участвовать и обсуждать вопросы климата и вклад гражданского общества в данное направление. И третье направление, как вы отметили, частный сектор. У частного сектора будет отдельная панельная сессия, где частный сектор будет обсуждать роль и вклад частного сектора в достижении климатической устойчивости. И надо отметить, уважаемые радиослушатели, данное мероприятие или данная неделя как раз-таки посвящается к вопросам подготовки КОП-29 в Баку. И надо отметить, и отрадно, что Кыргызская республика, Кыргызстан, впервые на КОПах организовывает национальный павильон в Баку. На самом деле, до этого делегация Кыргызстан участвовал в предыдущих КОПах, организовывая региональные павильоны совместно с 5 странами Центральной Азии. И в этом году по инициативе Кабинета министров Кыргызстан организовывает свой национальный павильон. И в течение 10 дней с 11 по 22 ноября мы будем представлять разные мероприятия в рамках достижения климатической устойчивости в Кыргызстане в Баку. И как раз-таки в процессе обсуждения на национальном форуме мы рассмотрим все те инициативы, достижения и проблемы соответствующих государственных органов, частного сектора, также гражданского общества, что мы будем представлять на КОП-29 в рамках нашего павильона. И как раз-таки ожидается, что Байсалов Эдиль Жолдубаевич будет сам принимать участие, и при его, так скажем, под его контролем мы будем обсуждать и решать, что мы будем дальше продвигать в рамках нашего павильона в Баку. Дастан Болотович, но мероприятий в рамках недели климата немало, да? Вот вы уже проанонсировали, что вот, например, в Центральноазиатском институте исследования Земли мероприятие, да, в рамках вообще 20-летнего юбилея, потом вот завтра в Минприроды пройдет большой такой национальный форум, но здесь надо понимать, что в любом случае главная цель вот таких мероприятий в рамках недели климата – это прежде всего в том, чтобы собрать все государственные органы на одной единой площадке, провести обсуждение, ну, может быть, полемику, да, большой разговор по поводу того, что же Кыргызстан представит в ноябре в рамках КОП-29, которая пройдет в Азербайджане. С вами согласен. И если можно, тогда в рамках КОП или в рамках павильона хочу быстренько рассказать, какие темы в целом будут рассмотрены в рамках национального павильона и в рамках КОПа, в рамках подготовки. Это уже в ноябре в Азербайджане. Это уже в ноябре. И как раз-таки завтра во время национального форума мы будем обсуждать каждый из этих направлений, в рамках подготовки КОП. Допустим, есть один день будет направлен на вопросы финансирования, инвестиций, торговли в рамках климатической повестки. Там основным госорганом будет у нас являться Министерство финансов, Центр климатического финансирования, Министерство экономики и другие госорганы. Есть второе направление – энергетика. Там, конечно, наш Министерство энергетики, также фонд зеленой энергетики при Кабинете министров будут активно вовлечены. Есть третье направление – наука, технологии. Конечно, Министерство образования, Министерство цифрового развития будут непосредственно вовлечены. Еще есть направление, вот как раз пищевая промышленность, сельское хозяйство, водные ресурсы. Как мы уже видим, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет непосредственно участвовать и вовлечен. В этом отношении есть направление урбанизации, туризма и транспорта. Как раз Министерство транспорта, Министерство... То есть в этом смысле все вот эти направления, они уже распределены. И завтра как раз таки в рамках вот этих тематических направлений мы будем обсуждать с представителями соответствующих госорганов, гражданского общества и частного сектора, что мы будем представлять на КОП-29. И я ожидаю, что завтрашнее наше мероприятие будет достаточно оживленное. Да? В этом смысле мы открыты к разным дискуссиям, конструктивным предложениям.
целях улучшения представительства, да, Кыргызстана на национальном павильоне на КОП-29. Мгм. Ну вот вы отметили, что вопрос финансирования тоже стоит во главе угла. Ну вот я тоже интересовалась, и мы немало материалов делали по тому, что вот в Баку в Азербайджане пройдет КОП-29. Ну вот сообщается, что одной из главных тем вот этой конференции станет вопрос климатического финансирования, и многие эксперты называют вот это мероприятие, которое будет в ноябре в Азербайджане, финансовый КОП. Поэтому в любом случае здесь надо понимать, что вопрос финансирования, да, он все-таки одним из таким, является одним из важных таких вопросов, направлений, о которых вы уже начали говорить. На самом деле вы правильно отметили, каждый КОП ставит перед собой определенные цели, да, Ага. основные цели. Конечно, все направления, они важны. Но в этом смысле КОП-29 Баку ставит перед собой именно вот финансовый КОП. Почему? Потому что, если можно, я чуть-чуть объясню. Конечно. Мгм. Как нам известно, развитые страны в рамках климатической политики, в рамках климатического финансирования планировали или ставили перед собой задачу обеспечить развивающиеся страны климатическим финансированием в сумме 100 миллиардов долларов в год ежегодно, Мгм. начиная с 2020 года до 2025 года. В этом смысле вот этот цикл, который был представлен еще раньше, уже подходит к концу. Да? Что 100 миллиардов, эта задача уже, вот, начиная с 2025 года, мы должны уже иметь новую задачу, новую амбициозную задачу, исходя из текущего контекста. Как специалисты мы знаем, что 100 миллиардов – это вообще недостаточно для достижения климатической устойчивости на глобальном уровне. И это осознают и развитые страны, это осознают все международные организации, и это осознают вот экспертные сообщества и на глобальном уровне. В этом смысле КОП-29, который проходит в конце 2024 года, как раз-таки ставит перед собой задачу как бы утвердить новую задачу, начиная с 2025 года по направлению климатического финансирования. Эта задача на языке КОП или на научном языке, на английском языке это звучит NCQG, New Collective Quantified Goal. То есть это вот новая общая финансовая задача, которая ставится перед глобальным сообществом. И мы ожидаем, что сумма вот новой задачи или нового финансирования должна быть не миллиардах, триллионах. Мгм. Это вот такое общее ожидание. Да? Есть определенные исследования, что для того, чтобы достичь те цели, которые ставят все страны на глобальном уровне, ежегодно требуется от 1 триллиона до 1,3 триллионов в год. Это вот в целом. Это не только, так скажем, государственные финансы, тут и частные финансирования, и тут есть финансирование от разных других международных организаций. В этом смысле масштабы примерно ясны. Но, так, как мы знаем, КОП – это же переговорный процесс, да, где участвуют около 200 стран мира, развивающиеся и развитые страны. В этом смысле любое решение будет приниматься консенсусом. Если хоть одна страна будет открыта против того или иного решения, то данное решение не будет принято. Поэтому мы ожидаем, что процесс переговоров будет непростым, могу сказать, даже очень сложным, но в то же время КОП, вот именно руководство КОПа, руководство секретариата ИРКИКОН поставило перед собой задачу, как решить эту проблему, так как, начиная с 2025 года, мы должны уже иметь новые цели, и новые финансирования, и новые источники финансирования. В этом отношении это очень важный КОП, и мы к этому как бы вопросы КОП активно готовимся. Надо отметить, вот сегодня проходит вот именно предварительная подготовительная часть именно вот по климатическому финансированию мероприятия в Баку.
И на данном мероприятии участвует как раз-таки министр природных ресурсов и экологии господин Машиев Медер и спецпредставитель президента по развитию горных вопросов Динара Кемелева. Как раз-таки на предварительном уровне с участием и представителей делегации Кыргызстана проходит это мероприятие. Это мероприятие проходит на глобальном уровне. Я не исключаю, примерно представители из 200 стран принимают активно вот на данное мероприятие. Дастан Болотович, но в конце сентября на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Садыр Джапаров, президент страны, тоже вот говорил о том и подчеркивал, что Кыргызстан стоит перед тройным вызовом. Это необходимость инвестирования в развитие, это снижение уровня бедности и адаптация к изменению климата с целью достижения углеродной нейтральности. Да? И вот каждое из этих направлений, оно требует специального финансирования, особенно в контексте обеспечения климатической устойчивости для нашей страны и уязвимых сообществ. И, несомненно, вот Кыргызстан решительно настроен добиться успеха, именно действуя совместно с нашими партнерами. Это ведь тоже немаловажный факт. Да, вы правы. На самом деле, если чуть шире смотреть на данный вопрос, как вы правильно ответили, уважаемый президент Садыр Нуркодиевич, еще участвуя на КОП-26 в Глазго в 2021 году, объявил, что Кыргызстан к 2050 году планирует достичь углеродной нейтральности. Это очень важная, да, амбициозная и стратегическая задача для Кыргызстана. И в то же время, как нам известно, в сентябре 2021 года Кыргызстан одобрил определяемый на национальном уровне вклад Кыргызской Республики. Это вот основной документ в рамках Парижского соглашения, где мы ставим перед собой задачу достичь или снизить выбросы парниковых газов до 44% к 2030 году при помощи международных наших партнеров и международных организаций. И если данная помощь будет недостаточна, то Кыргызская Республика своими усилиями постарается снизить выбросы парниковых газов до примерно 16-17%. Как вы уже заметили, на самом деле как бы финансирование, климатическое финансирование со стороны наших доноров и партнеров по развитию и международных финансовых институтов является очень важной частью вот этого процесса. Да, в этом отношении Кыргызстан проводит активную работу по взаимодействию партнерами по развитию, так скажем, Всемирный банк, Азиатский банк развития, разные институты ООН, начиная ФАО, ВПП, ПРООН, разные двухсторонние институты, так GIZ, JICA, КОЙКО. В этом отношении у нас есть разные проекты. Если будет время, мы можем обсудить эти проекты тоже. И этот процесс идет активно. В то же время, как мы знаем, одним из основных институтов на глобальном уровне по климатическому финансированию является Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд. Конечно, в рамках данных институтов тоже у нас реализовывается несколько проектов, то есть в этом отношении процесс начат. Но в то же время мы должны как бы усилить, да, наши меры с тем, чтобы привлечь еще больше финансирования для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Дастан Болотович, мы с вами немного отдохнем. Сейчас настало время для того, чтобы послушать новости. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио армандар, Борбор Азия жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 9 октябрда Бишкекте түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча форуму өз ишин баштады. 2 күнгө созулган инновациялык форум мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, жасалма интеллект жаатындагы алдыңкы эксперттерди, бизнес академиялык чөйрөлөрдүн жана түрк өлкөлөрүнүн, Борбор Азия регионунун жана дүйнөнүн маалыматтык технология коомчулугунун өкүлдөрүн бириктирүүдө. 2 күндүк инновациялык иш-чарада жасалма интеллект боюнча жаңы жетишкендиктер, тажрыйба алмашуулар жана жасалма интеллектти мамлекеттик
башкарууда, бизнесте социалдык темилгелерге киргизүүдөгү жаңылыктар талкууланат. Форумга түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, алдыңкы эксперттер катышып жатат. Бул иш-чара технологиялык прогресске, экономикалык өсүшкө жана жасалма интеллект жаатында түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө түзгөн негизги иш-чара болуп калат дешет эксперттер. Өзбекстандын Ташкент шаарындагы супермаркеттерде күрүч кымбаттап, сабиз арзандады. Макроэкономикалык изилдөөлөр институтунун эксперттери жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында 9 товардын баасы өткөн айга салыштырмалуу төмөндөгөн. Мисалы, сабиздин баасы 22%га төмөндөсө, бадыраң 12%, банан 9%, помидор 6%, уй эти жана кант 5%га арзандады. Баанын өсүүсү күрүчтө байкалган. Бул суроо талаптын көбөйүшү менен түшүндүрүлөт. Товарлардын 7 категориясы боюнча минималдуу баалар өткөн айдын деңгээлинде калды. Бул тизмеге ун азыктары, капуста, кызылча, пияз, алма, лимон жана маргарин кирет. Тажикстандын Согди облусунун эң ири айыл чарба аймактарынын бири болгон Гафуров районунун пахтачылары 6800 тонна пахта жыйнап 2024-жылдын планын аткарууда. Күн сайын аймакта 200 тоннадан 220 тоннага чейин түшүм жыйналып жатат. Быйыл район боюнча 18700 тонна пахта жыйноо милдети турат. Аба ырайынын шарттарына жана кошумча эмгек ресурстарын тартууга байланышкан кыйынчылыктарга карабастан жыйноо кызууланып жатат. Пахта салттуу түрдө Тажикстандын негизги экспорттук өсүмдүктөрүнүн бири жана текстиль өнөр жайы үчүн маанилүү сырьё болуп калууда. Чоң жыйымдардын көрсөткүчү бүт өлкөнүн экономикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ. Райондун пахтачылары белгиленген планды аткаруу аракетин көрүүдө. Казакстандын Шымкент шаарында салмагы 6 килограммдан ашкан бала төрөлдү. Бул тууралуу Закон Кейзи жазды. Салмагы 6,5 килограмм болгон эркек баланын бою 63 сантиметрди түздү. Эне баланы өзү төрөгөн. Наристе анын 6-чы баласы болуп саналат. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында Казакстандын Түркмөнстандагы күндөрү ачылды. Маданий иш-чаралардын ачылышы Түркмөнстандын мамлекеттик маданият борборунда болду. Бул күнү Курмангазы атындагы Казак улуттук эл аспаптар оркестри концерт койду. Программада элдик обондор жана ырлар, казак композиторлорунун музыкалары жаңырды. Аталган оркестр өзүнүн виртуоздук аткаруусу менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө көрүүчүлөрдү өзүнө тартып келет. Ушул эле күнү Түркмөнстан борборунда Роза Багланова атындагы Казак концерт музыкалык ансамблинин концерти дагы өттү. Маданий иш-чаралар бүгүн жыйынтыкталат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктары менен кабардар болдуңуздар. Саламатта калыңыздар. Актуальный разговор на Беринчи радио. Я напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что в эфире Беринчи радио, программа «Актуальный разговор». В Кыргызстане проходит неделя климата. И напомню, что главная цель этой недели – привлечь внимание к усилиям Кыргызстана в борьбе с изменением климата, замедлению роста глобальной температуры и адаптацию к уже существующим последствиям. И сегодня в программе мы и говорим о темах и мероприятиях, которые Кыргызстан планирует провести на предстоящей конференции ООН по климату КОП-29 в ноябре в Азербайджане в городе Баку. И говорим о том, какие, может быть, адаптационные мероприятия запланированы на региональном, национальном и глобальном уровнях. Напомню, что сегодня у нас в гостях эксперт по климату и горам секретариата специального представителя президента по развитию горных регионов Дастан Абдулдаев. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Дастан Болотович, здесь необходимо еще рассказать, что то мероприятие КОП-29 в Азербайджане, это будет такое глобальное, масштабное мероприятие, и мы понимаем, что Кыргызстан готовится к этому мероприятию. Вот вы чуть ранее отметили, что процесс начался, но процесс начался не сегодня, не вчера, ведь до этого были прошлогодние КОП, да, вот если вспомнить прошлый КОП-28, он прошел в Дубае, и здесь
здесь надо отметить, что Кыргызстан начал продвигать вот такое направление, как развитие горных регионов и сохранение горных экосистем. Это ведь тоже одно из важных таких направлений. В любом случае и президент тоже поднимал актуальные горные проблемы. И вот это направление наверняка вы постарались ввести в повестку дня. Это ведь тоже немаловажный фактор. Да, на самом деле вы правильно отметили. Уважаемый президент Садыр Нурбудиевич определил, что горная повестка, развитие горных регионов является на самом деле одним из таких приоритетных направлений в климатической политике и в целом внешней политике тоже. Да? В этом отношении, выступая на Генассамблее ООН, а также когда он участвовал на КОП-28 в Дубае в прошлом году, кыргызская делегация в целом активно продвигала и продвигает горную повестку на глобальном уровне. И по итогам которого отрадно, что итоговый документ КОП-28 в Дубае включил вопросы развития гор в итоговый документ, где дается, так скажем, поручение КОПу провести экспертный диалог по изменению климата и горам и обсудить в рамках экспертного диалога дальнейшие шаги в данном направлении. И благодаря этому решению в ноябре в городе Бонн в Германии состоялся именно этот экспертный диалог по горам и изменению климата, где кыргызская делегация приняла активное участие. Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, спецпредставитель президента по развитию горных вопросов Динара Кемелева и также делегация Кыргызстана приняла активное участие на данном мероприятии. И мы показали, не только мы, но все горные страны показали мировому сообществу, что надо обратить внимание на развитие горных регионов, так как, когда мы говорим про горные регионы, мы должны иметь в виду не только жителей, конечно, жители очень важны, но в то же время горную экосистему, горное биоразнообразие, флора, фауна, а также очень важной частью горной повестки являются ледники, сохранение ледников, так как мы знаем, что ледники являются как раз-таки основным источником водных ресурсов. Да, водные ресурсы напрямую влияют на экологическую и на продовольственную безопасность. Не только на национальном уровне, но и на региональном уровне, и на глобальном уровне. В этом отношении это на самом деле это комплекс вопросов. И мы во время экспертного диалога и в целом, когда мы продвигаем горную повестку на глобальном уровне, мы обозначиваем, что горная повестка – это комплекс. И обычно говорят, то, что происходит в горах, не остается в горах. То, что происходит в горах, напрямую влияет и на остальные регионы, так как это источник многих важных природных ресурсов, которые будут влиять на жизнедеятельность населения и в других регионах. В этом отношении это очень важно. И благодаря этому процессу в настоящее время Кыргызстан, как вы обозначили, активно готовится к КОП-29, который состоится в Баку. И, как было уже отмечено, Кыргызстан впервые будет иметь свой национальный павильон. И в рамках данного павильона мы ставим перед собой задачу продвигать горную повестку активно на каждодневном, так сказать, уровне, да, что горная повестка является основным для Кыргызстана, и все мероприятия, которые мы планируем, будут связаны с горной повесткой. Что мы ставим перед собой задачу? Во-первых, в рамках КОП-29 мы планируем, сейчас идет активная подготовительная и согласительная процедура, планируем провести диалог высокого уровня с участием руководителей горных стран. Да, ожидается, что может на уровне президентов горных стран, на уровне министров. В этом отношении данный диалог высокого уровня ставит перед собой задачу еще раз показать мировому сообществу важность сохранения, важность
финансирование горных мероприятий на глобальном уровне. Второе направление, как я уже обозначил, экспертный диалог по горам и изменению климата, который мы уже начали продвигать в рамках КОП, и мы надеемся, что данный экспертный диалог будет проходить на ежегодной основе, и мы сейчас как бы проводим согласительную работу с странами РКИК-ООН по принятию данного решения, а также, конечно, в рамках РКИК-ООН в Дубае, в КОП-28 Кыргызстан инициировал создание переговорной группы горного партнерства в рамках РКИК-ООН. И в настоящее время мы активно продвигаем по присоединению соответствующих горных и других стран в данную переговорную группу горного партнерства с тем, чтобы продвигать горную повестку, да, на глобальном и на переговорных процессах совместно. Так как мы знаем, как бы переговорных процессах участвует около 200 стран со всего мира, и поэтому голос данной переговорной группы будет усилен, если мы сможем привлечь больше горных стран в данную переговорную группу. Но чтобы привлечь все больше и больше стран, вот вы отметили, что в рамках КОП-29 в Баку Кыргызстан впервые организовывает свой национальный павильон. И вот слушая вас, я сегодня понимаю, Дастан Болотович, что павильон — это своего рода, ну, может быть, мост, или, может быть, платформа, да, которая может напрямую соединить Кыргызстан и остальные страны, а их будет около или свыше 200, да, для того, чтобы продемонстрировать нашу страну, какие достижения имеет Кыргызстан, какие цели Кыргызстан перед собой ставит. Да, вы правы. На самом деле национальный павильон как раз-таки послужит платформой, да, платформой, где Кыргызстан не только покажет свои, так скажем, положительные результаты, но и обсудит проблемные моменты, что при решении данных проблемных моментов нам необходима поддержка со стороны наших доноров и мирового сообщества. И как раз-таки на национальном павильоне мы планируем провести очень много мероприятий с участием наших соответствующих государственных органов, международных партнеров, где мы будем обсуждать разные вопросы. В порядке информации хотел сообщить, что на самом деле КОП — это такая глобальная платформа. Если посмотреть историю, то, например, на КОП-26 в Глазго в 2021 году примерно около 40 тысяч делегатов приняло участие со всего мира. Потом, когда состоялся КОП-27 в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, там приняло участие примерно 60 тысяч участников со всего мира, делегатов. В Дубае было, так скажем, определенный рекорд. 80 тысяч делегатов принял. И в этом году ожидается более 100 тысяч. Ожидается. И в этом отношении это на самом деле это вот глобальная платформа, где есть очень много возможностей для переговоров, для составления, для подписания соответствующих документов, меморандумов, а также, конечно, продемонстрировать мировому сообществу, что есть страна Кыргызстан, да, что мы достаточно амбициозные, и мы ставим перед собой, есть у нас приоритеты, скажем, горная повестка приоритет, и в рамках горной повестки мы будем продвигать очень много разных мероприятий. И в этом отношении вы правы. Например, в настоящее время мы проводим работу с ОБСЕ по организации совместного сайд-ивента в рамках нашего павильона. Уже представители ПРООН обозначили несколько сайд-ивентов, которые они будут проводить на нашем павильоне. GIZ, да, германское агентство, они уже подключаются. Есть представители гражданского общества. Как мы знаем, есть организация Unison. Они готовы провести сайд-ивент. Также есть обращение со стороны мобильного приложения Тазар. Они тоже готовы подключиться к этому процессу. И сейчас проводится соответствующая работа со Всемирным банком, с Азиатским банком развития, ФАО, ВПП, с тем, чтобы провести, организовать совместные мероприятия на нашем павильоне и продемонстрировать мировому сообществу о достижениях и, как я обозначил, о проблемных моментах, которые как бы сталкивается Кыргызстан с тем, чтобы уже найти решение
для того, чтобы достичь или для достижения наших амбициозных целей в рамках, которые обозначены руководством страны. Мгм. Дастан Болотович, если вы позволите, я тоже вот сейчас напомню, что на общих дебатах в конце сентября этого года на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Садыр Джапаров тоже говорил и подчеркивал, что жители горных регионов ежедневно сталкиваются с нехваткой воды, продовольственной безопасностью, бедностью и ограниченным доступом к базовым услугам. И эти страны, они не должны оставаться один на один со своими проблемами, да? И призвал президент мировое сообщество к активным действиям по решению этих вопросов. Но мы об этом тоже в последнее время очень часто говорим. И по мнению ученых, глобальные изменения климата, они же сильнее всего могут изменить жизнь горных стран, да? И здесь, наверное, Кыргызстан же не исключение. Поэтому у меня здесь возникает вопрос, Дастан Болотович, почему вот ученые говорят, утверждают, что климатические изменения, они наиболее заметны где? В горных странах. Тем более мы с вами говорим, что горная тематика, горная повестка – это сегодня тоже немаловажный факт. Да, надо отметить, если смотреть на глобальном уровне, конечно, горные страны страдают, непосредственно страдают от негативных последствий изменения климата. Но в то же время есть и другие страны, на самом деле, да, чтобы обозначить, есть так называемые островные страны. Они тоже немало страдают от последствий изменения климата, от повышения уровня, так скажем, океанов. Да? Это тоже одно направление. Есть, так скажем, некоторые африканские страны, где они тоже очень сильно страдают от негативных последствий изменения климата. Мы сейчас говорим и доводим до сведения мирового сообщества, что как и островные страны, так и африканские страны, горные страны тоже непосредственно получают негативное влияние от последствий изменения климата. И доводим до их сведения, что то, что я сказал, когда что-то происходит в горной экосистеме, это не остается там же. Это непосредственно влияет на остальные страны в регионе. И в других регионах, как мы знаем, есть такие страны, Непал, Бутан, да, горные страны. Есть такие горные страны в Латинской Америке, Парагвай, Перу, Эквадор. В нашем регионе вот как раз-таки Тянь-Шань, Памир. Да, то есть вот этот регион, это очень большой регион. И данный регион или данная экосистема содержит в себя не только жителей, да, как мы обозначили, но и горную экосистему, флору, фауну, да, и ледники. И отрадно отметить, что уважаемый президент обозначил, что как раз-таки снежный барс, это вот как раз-таки вот показатель, да, горной экосистемы, снежный барс, и в настоящее время является национальным символом Кыргызской республики. И снежный барс, это касается не только Кыргызстана, но и целого региона. Да? Мы знаем, что среда обитания снежного барса это вот большой регион, который включает более 10 стран. И такие примеры, такие, так скажем, инициативы являются как раз-таки частью продвижения горной повестки и на региональном, и на глобальных уровнях со стороны Кыргызстана. Дастан Болотович, мне хотелось бы, чтобы вы более подробно сейчас, знаете, на каком вопросе остановились. Какие проекты успешно уже реализуются в нашей стране на сегодняшний день? Я понимаю, что проектов, наверное, не один, не два, а их намного больше. А вот на каком-то, может быть, определенном успешном проекте, который уже сегодня на такой вот стадии реализации, можете остановиться? Ну, может быть, это не один проект, а их может быть несколько уже. Да, вы правы. На самом деле Кыргызстан уже несколько лет, да, активно взаимодействует с партнерами по развитию, с международными организациями, именно климатическими институтами, и уже мы имеем несколько проектов в рамках климатического финансирования, которые финансируются со стороны Зеленого климатического фонда, адаптационного фонда. Надо отметить, что климатическое финансирование не только
являются или же финансируются со стороны вышеотмеченных институтов, но в то же время финансируются со стороны Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и других разных многосторонних институтов. Хочу отметить несколько, как пример, привести пример несколько успешных проектов, которые в настоящее время реализовываются в Кыргызстане. Да. Первый проект, который мы получили от Зеленого климатического фонда, общая стоимость составляет примерно $50 миллионов США. Совместно с ФАО в настоящее время реализовывается, и основное направление данного проекта направлено на сохранение, на улучшение лесной политики в Кыргызской Республике. Есть второй проект на сумму $10 миллионов США. Данный проект тоже финансируется Зеленым климатическим фондом и реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой. Основной целью данного проекта является как раз-таки достижение устойчивости в пастбищах. Пастбище является очень важным направлением именно в Кыргызской Республике. Есть два новых проекта, которые сейчас начинаются региональные проекты, которые финансируются Зеленым климатическим фондом и реализовываются совместно со Всемирным банком и Азиатским банком развития. У них направление — это обеспечение или достижение потенциала возобновляемых источников энергии, да, это очень важное направление. Второе направление — это как раз-таки создание устойчивых условий инфраструктуры в рамках электромобильной системы в Кыргызстане. Да, вот эти основные направления. Кроме этого, есть проект, который финансируется адаптационным фондом на общую сумму $10 миллионов США, и данный проект реализовывается совместно ИФАД. Основное направление данного проекта как раз-таки направлено на достижение устойчивости в пастбищах и достижение или устойчивости в горных экосистемах в Кыргызстане. То есть это несколько только примеров. И подытоживая это направление, отрадно отметить, что в настоящее время Кыргызская республика как раз-таки в процессе проработки страновой программы по взаимодействию с Зеленым климатическим фондом. Данная программа разрабатывается совместно GIZ, это Германское общество по международному сотрудничеству. И данная программа, целью данной программы является как раз-таки составить список проектов, которые будут в последующем, в ближайшие 4 года профинансированы со стороны Зеленого климатического фонда и также с другими международными организациями, с тем, чтобы уже на программном уровне знать, какие цели у Кыргызстана и на какие проекты, и совместно с какими международными партнерами мы планируем привлечь климатическое финансирование в Кыргызской Республике. Также есть второй документ, который разработан Центром климатического финансирования. Это климатическая инвестиционная программа. Климатическая инвестиционная программа тоже ставит перед собой цель привлечения климатического финансирования Кыргызской Республики уже на более широком уровне. Да? Не только со стороны вышеобозначенных климатических фондов, но и от других источников, от других международных источников, институтов и партнеров по развитию. В этом отношении начало есть, но надо отметить, для того, чтобы достичь углеродной нейтральности или же снизить выбросы парниковых газов до 44% к 2030 году, нам надо делать еще больше. Нам предстоит делать еще больше, еще большими усилиями и большая вовлеченность не только государственных органов, частного сектора, гражданского общества и международных партнеров необходима для достижения вот этих целей. В этом отношении у нас достаточно амбициозные задачи и предстоит достаточно большая, активная и такая скрупулезная работа со стороны госорганов и всех заинтересованных сторон. Но была такая информация, что в Кыргызстане разработают национальный план адаптации к климатическим изменениям. Насколько, на ваш взгляд, вот такой национальный план, он важен для того, чтобы сохранить уязвимую горную экосистему Кыргызстана? Да, вы очень правильно отметили. На самом деле национальный адаптационный план является
важным документом, стратегическим документом и аспектов достижения, так скажем, климатической устойчивости в Кыргызстане. Как раз данный проект разрабатывается совместно с ПРООН и финансируется Зеленым климатическим фондом на общую сумму примерно $3 миллиона США. И ожидается, что буквально в эти дни на финальной стадии данный документ, и ожидается, что во время КОП-29 ПРООН совместно с Министерством природных ресурсов и экологии представит на общественность результаты и итоги разработки данного документа, включая план мероприятий в рамках данного документа, и мы тогда точно будем знать, какие цели Кыргызстан ставит в рамках адаптационного планирования и какие проекты мы планируем реализовать совместно с партнерами и при участии государственных органов для достижения, так скажем, климатической устойчивости и как Кыргызстан лучшим образом будет адаптирован к последствиям изменения климата в ближайшие годы. Дастан Болотович, здесь необходимо, наверное, отметить, что климатические изменения – это все-таки одна из серьезных угроз для нашего региона, последствия которых, конечно, проявляются в чем? В виде вот экстремальных погодных явлений, ухудшения водных ресурсов, потери биоразнообразия. Это тоже очень важный факт. И та неделя климата, которая вот стартовала буквально с начала недели этой, да, и пройдет неделя климата по 11 октября, мы понимаем, что это не просто обмен мнениями, это не просто встречи, а все-таки реальная возможность для того, чтобы встретиться, выработать конкретные действия, которые, конечно, помогут Кыргызстану в подготовке к предстоящему КОП-29, которая пройдет в ноябре в Азербайджане, в городе Баку. Поэтому хотелось бы все-таки пожелать вам удачи в проведении недели климата и все те цели и задачи, которые вы перед собой поставили, чтобы они обязательно были реализованы. Большое спасибо. На самом деле вы правильно отметили. Мы ставим достаточно амбициозные задачи и надеемся, что в рамках недели климата и в рамках организации национального павильона на КОП-29 мы достигнем определенных результатов, которые послужат как бы фундаментом для последующих стратегических работ последующие годы. Спасибо большое. Тем более мы говорили с вами о том, что еще раз вот хотелось бы донести до наших слушателей, что в рамках КОП-29 в Баку Кыргызстан впервые организовывает свой национальный павильон, и вы сказали и отметили, что это своего рода платформа, которая напрямую соединит Кыргызстан и другие страны для того, чтобы продемонстрировать то, что из себя представляет Кыргызстан, достижения, цели, и в любом случае с какими, может быть, вызовами сталкивается Кыргызстан. И, само собой разумеется, опять же, это все, скажем так, проблемы будут решаться сообща. Не только вот Кыргызстан будет представлен сам себе, а именно все это будет при помощи, скажем так, всех стран мира. Мирового сообщества. Спасибо вам, Дастан Болотович, за то, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был эксперт по климату и горам секретариата специального представителя президента по развитию горных регионов Дастан Абдулдаев. Спасибо вам, Дастан Болотович, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я думаю, мы сегодня с вами архиважный вопрос обсудили здесь, в студии прямого эфира. Дорогие наши слушатели, позвольте напомнить, что в эфире Беринчи радио была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.